Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. Рамзан Хаджи Кадыров переизбран на пост главы республики. За него проголосовало почти 100% избирателей. 144 семьи росгвардейцев отметили новоселье. Ключи от служебных квартир вручили директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов и глава республики. Также отличившимся сотрудникам управления вручили государственные награды. Безусловно, счастливые лица новоселов – это главный критерий в оценке наших усилий, направленных на качественное улучшение условий быта личного состава. В республике реализовали масштабный проект мелиорации сельхозугодий. Старт новому проекту дали первый заместитель министра сельского хозяйства России и Рамзан Хаджи Кадыров. Уверен, ввод эксплуатации передовой техники ускорит рост производства и укрепит базу агропромышленного комплекса региона. В Нажаюртовском районе отметили победу главы региона на выборах. Там прошли религиозные обряды. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Он рассказал о важности единства в мусульманской умме. ووشت أون بيشخلا شو شرع ووشت أون بنتسر دو سنت أول عدول دل هون ألشة أمكلت يردو عدول دل استجوير تدل تسولت عت أون بيلا شو شرع أون بنا وتشين تيبنو عربو يبوش يقع جرجل دوتسير تحن شهر جعبيخ شناخ بو شو شرع أون بنتسر إمت جيوت شمت عدال باخ واذكروا نعمة الله عليكم دال شين دين دول ديك دقدايت شو ماستخي دولش دال شو دقني شوق مرزو تسر فأصبحتم شو خلير بنعمته إخوانا دال نعمة وجري خليرشون إسان دول مسألة وين أدو مسيت ديق دروي تيب نشكع ديق دروي غير نشكع ديق دروي ماستخي دروي ماستخي دولش عدالة ويدقني شوق مرزو تسنس حوجري خليوي قويت مت عدالة قرآن شو واعتصموا ديل نيق عوشج أو لاسلش اللقيقا بنا ولا تفرقوا قيست مقيست قيج قرآن آية شو عبو دال إنما المؤمنون إخوة بقل مؤمن وجري بوبوخ. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В понедельник избирком республики объявил предварительные результаты выборов. По итогам 3 дней за действующего главу региона проголосовали 99,7% избирателей от общего числа. Таким образом, Рамзан Хаджи Кадыров побил собственный рекорд, установленный в 2016 году. Об итогах голосования уже во вторник говорили на совещании в правительстве. Также обсудили ситуацию с коронавирусом. Обо всем по порядку расскажем в следующем сюжете. Под бурные аплодисменты министров, глав администрации и других чиновников в зал совещания заходит вновь избранный глава региона. Главный повод совещания – итоги выборов. Глава региона отметил, что они прошли с соблюдением всех принципов демократии и легитимности, а также поблагодарил членов избирательной комиссии за проведенную качественную работу. وقاعدين республика почалкасан выбор шир так вы участок школы хауса хауш так гангуш тон адол хал так дакидуш мосудона чек доллар дон так из وين جنساش دنيا جامل هو حاجي شوش دون هو участки боксен дон حاجي شوش بر так таган выборшка вы легитимно юэцнон что вы провести моете дон хауш около 4000 дон наблюдатель дон та нарушение юч
ساعدون آتاني ما دوتش خلق أراد الله خلق وشي خارجن بينا دون تدلح دون وقوي حي خلق يشغلر قورا دون يختيشغلر شغل دلح دون وقوي أوبات من داجي أحور دقشل دي ساعت من وقت دون ودال حلقة خلق حلقة حينتيشن بلجن حلقة دون داك حق يخرو دون جوك بلديش دوكان دون يمتين دون تندي دون ويدال مولاها تغن ويخلق وين بين يحكم ويخلق عن دونه ديش أحيوكش داخل إلسي خلي دونه مسألة دونه نيت دوق ويدال مولاها. Первым перед собравшимися выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. По его словам, выборы на территории республики прошли на высоком уровне, а явка избирателей стала лучшей в стране. 17 по 19 сентября у нас проходили масштабные многоуровневые выборы. Для информирования граждан о важности участия в выборах под председательством кураторов секторов были сформированы районные и городские штабы, в которые вошли представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, старейшины, общественные и религиозные деятели и другие наиболее авторитетные лица в своих населенных пунктах. Всего было создано 15 районных и 2 городских штаба, а также 229 штабов в городских и сельских поселениях. В этих штабах было задействовано около 3000 человек и 1700 единиц автотранспорта. Данный механизм позволил оперативно и качественно решать возникающие вопросы при организации и проведении выборов. Рамзан Ахматович, ваш призыв к чеченскому народу и принятые меры позволили провести на высоком организационном и техническом уровне при беспрецедентно активной и высокой явке избирателей выборы всех уровней. В прошедших выборах участвовали 3378 наблюдателей от всех участвующих в выборах партий, от различных политических партий и Общественной палаты республики. На участках осуществлялось видеонаблюдение. Нарушений и внештатных ситуаций в ходе выборов не зафиксировано. Ни одно нарушение. Все участковые избирательные комиссии работали в плановом режиме без перебоев. Ни одного отключения ни интернета, ни электроэнергии, ни вмешательств в работу территориальных участковых комиссий не зафиксировано. Всего на территории Чеченской Республики работали 495 постоянных избирательных участков и 20 временных. Строго соблюдались рекомендации Роспотребнадзора. Все 3 дня голосования никаких обращений о нарушениях на избирательных участках не поступало, говорит председатель избирательной комиссии региона. По предварительным итогам голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в списки избирателей было включено 775 256 избирателей. Из них в выборах приняли участие 94,42%. По итогам распределения голосов, поданных за списки политических партий, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» получила 703 613 голосов, что составляет 96,13%. За партию «Справедливая Россия за правду» было подано 6810 голосов, что составляет 0,93%. Итак, и далее менее 0,5% получили остальные политические партии, которые участвовали на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. На выборах главы Чеченской Республики в списки избирателей было включено 754 790 избирателей. Из них в выборах приняли участие 94,61%. Главный кандидат Кадыров Рамзан Ахматович получил абсолютное большинство голосов – 711 973 голоса, что составляет 99,7%. В
Высокая явка на выборах в первую очередь говорит о доверии народа. Теперь важно его оправдать, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. депутаты del парламента дон делятер Ахмад Али Никан del голосующих холодон. Так тан доверие руководству государства, ёж доверие народа, ёж дон санамета вейсан дон адам бертбош так санамета дон ахладат стода из тагана игушуч швек дон так цунвокуш швек дон بعرض خلويز هي دون كيز خلويز قرق خلويز عم قلد الخلويز سودان так إيش دون تاني السيستم يوش تاني الزي ما ديستوي يوش ويداخر دون ويتالوش نيستوش إيش إز تلالوش زان تونس دون سميت سدلوش بولش نادون جهمش قيس يازيو تات إزمز دون إتى قيسر شيش تخرج وين نقدر من داجي ويبرخ دودر دون دا دون الدنيا دون كل شيء الدنيا دا باي مرة أيضا شيء الدنيا ده سماش دون جنش خيردوي وهاي دون قشتوش أدمي دون إيمانش دون قلب آخر عن قحيوش إيش مدي دون سنده إيش وهونية قلب دا قحيوش قشتوش شيء تش دون داس دون يعني تقوش دو قحيوش قش تش دو داس سنده وي تقوشانا دعاء ويبديك بحب دير ريز وربكتر مسيري دون دير ويريز ويشان دون تعل تعدون ويتعرق دون سجت تقوش داس دون دا مولا وينيت دونه ديل ده وين بيل بلتيشمه إز دونه الله وين دونه بوسم نشرتير دون ديل تشرتير دون اللي برضو كوي دون اللي برضو دون أحيجر أحمد عايش بورين بوش بولنيق إن يقلر بيش إن يقدر كده دعك يوش يسون ديع دونه دين عبوسا دون ملويوش أحيجر دو ده له مسألة دون لات دون ده دونه شيء ده حريتويل يوز دونه В своем выступлении муфти Чеченской Республики поздравил Рамзана Хаджи Кадырова с победой на выборах. Он подчеркнул, что сегодня власти общества едины как никогда. القرآن شعبه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا درشي ديل شوخ نغتسلوشو ووشا مقاسلش برت خلش بو ما عنده سن برت بولش مهتي ديل قيتن بو لق ايرشنا عليه الصلاه والسلام تغن وين خل بوش بول خارجمش ناخ ار بولر وس خارجمش اجر حلق اش ار بولر ار بول شولت احتسار بين بول خارجم اوتسو goyçderge ويقوم تور احمد حاجسا الغاز والقبول دول سنة أربعين بوش نيق أنت احتسار خل بول برت يحا ويقام حدوش خلر ويقام ديك قام خلر ويقام شين ديك در كودو ودر كودو خير تاق ديكو ورك شين يقير خارج علات بوقت يا خلر غول دوشون بوش دلو ديل عليه الصلاة والسلام سن قميلة سنة ويقام عمل خلر قويش بوغ بوئز ويدال خاستن بوق الحمد لله دال خاستن بو استيبنا نخ تاق سيخيتم شو خلر إيمان شو خلر برتع خلر تاق أتو قويش ترجع دال خلق حقيقية باشخيل شيء تانت إيه ديك بتشح وطو الله بقدلشة ير رمضان حج ير حلها وإله دوتش ديل وزلور ليلوش درك ديل دعاء دولش شيت غلق دولش قونا شل يولش سي دولش تاق يوخ كمار شو يولش دينل دولش ميرل يولش بقلير دولش نيسو ير دولش دال خز غلقش خز كيتشو نقير دال كيتشويش بيه دال شين دلشون إد عداق داوات سونز قوس داواز دال دلشون دال قرآن شو ها تحتر حباخ كتن بول بايمرش بول شها تحبر شو قاند عباز بنشابوخ بايمرش تحبر شو قاند عباز بنشابوخ سون ديرا دال دلش دال كيتشويش إذا الحمد لله دال خاص تنبوخ ير شين داس قي وما يزر شيا قين ديرا شيء ديجا دائما شيء ديننا إني متعول شو الديوز الخو شيء ديتنا إنت ديك ولا شو الديوز الخو تون دالا دق ديكنيش دالا أوز ديكني عدال بقية تم لطن الله يحتي عن نور لطن الله ناخن تولي لورك دوش خيتت الله تاقا هيبة اللطن الله هيبة البوش درجة دالا تو هما دت سديش ناخ لورقس هيبة البوش دك أندم دوز
Под руководством муфтия собравшиеся сделали дуа, прося Всевышнего о милости для всего чеченского народа. وأن تجيب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم بحق ما نزلت عليه سورة الفاتحة. Несмотря на большое число привитых в республике, тема коронавируса остается все еще актуальной. В основном в числе заболевших те, кто не сделал вакцину против COVID-19. Больницы койк-мест, потом лекарственное обеспечение, и потом дальше скорый и шадидги вы мусума шаша волоч метадона масара дик организовать министерство здравоохранения Ильхам Далан Бекри там особо человек штаб духовного шмел волчува чудона масара егер банто что вы более благоприятные условия, что какой даст он цундердона кидадон вы там чек балбат стон такой молодой еще штат цундердон максимально дона шавол волч ашиши предложение шиши идеи шиши видение что он шаволч методол юрта дегрей он дегбал дол халдона из дона изучать те части масара баба вискоидас масара баба братер дона хочу лазер. Самое главное – всеми возможными способами стараться уберечь себя и своих близких от этой болезни, говорит глава региона. Пациенты, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, понимают, что вакцинация – это спасение. И вакцинация и на борщ беспущий дон, и на борщ вегдон, тяг дал, ямр тагуардон, арвик омандон, апас тагуардон, оводон, ши вакцинация на шахара на элла, ши дюзан апас тагуардон, ши ишвишин апас тагуардон. دقة وقتين نقدرنا تعبوا جا وقتين انتقالي وجا نسيت المواد أباسنا وإدارسنا شيء سين كان دانا 100% أباسنا وإدارسنا نو وش دانا شو 99% وقتين نقدرنا شو أرجلينز بروت ستيردو دارسنا أكتن أنت لاش حدا ولا بيوم ما تقول نو عرفت كسلوتشي هول دات ينقدرنا مقشوش خلشي دان ويرت عن دان سيم سبيت برجينير دات نو تنتعاد دان وجه قبوشنا وجه خليه شل دان تن ساخر دوش نموسم يوش ندان تنتيدو دلاري وجه دان اشتن نرمال نير دان هنا تو وقتنات ينيه درس دان يين باندوشه دان يولي كوس فصليتك ينتقل عاره اسراز ويلخلويش وردا تن يول برجيني سين دان تن يول سبوت بلج سيدان الحمد لله دال خاصة مودس يتابع دون تو وديش خلج دون إز مسارة دون است ترجو يزدس نوي وش إعادة لين تو ويبرش لايلا إن تو دون هيتصل دون ويبرش قادو هردو وجدو ديسن برش أبش أم ودير وجاير نهينس ويشابك جدون وين تدورش الكرتين دون يوين حقاش لي دون يوني والنا وين حقاش لي دون وين فاكسيناتي نج متستقبل دقة ميد أتوتش موهين ود ميد أتوتش دون دقة ينبوش بوجا ينتينا دون دوات تستقوي دون سال متشاهينا تير كاميريري تير هاريري تير أنا لش حق يوش دون يردنا دون تير أنت تلاشي دون استيا دون بابا بيزدس دون أبيت نشتاب دون تعامل عي زسدات يش أبيت نشتاب يبوش بالسектор وش شبكة حيث سوي شيء شش عايز بابا بيزدس. Заместитель председателя правительства республики и руководитель оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Вахид Усмаев доложил об обстановке в регионе. По его словам, статистика заболеваний с каждым днем идет на убыль. По числу вакцинации Чеченская республика на первом месте среди всех регионов России. Однако расслабляться еще рано. С начала пандемии выявлено всего за весь период 21 968 случаев, из них выздоровело за весь период 20 301 человек. Поступило в медорганизации всего 31 941 человек, выписано 31 595 человек. Поступило в медорганизации за прошедшие сутки 21 человек, выписано 30 человек. Всего больных 755 человек на сегодняшний день. Из них в стационарном лечении 346 и амбулаторном лечении 409 человек. Умерло за последние сутки 2 человека. За весь период умерло 568 человек. И по вакцинации у нас по России мы по рейтингу идем
Первыми 65 и 64%. И второе, Белгородская область, Чукотский, 58-57% является. За Голиковс, 80%, к 1 октября, да, никакой регион, думаю, да, не справится. За день привито у нас 506 человек, в возрасте плюс 60, за день привито 128 человек. Хочу отметить, что именно возрастники плюс 60. У нас привито 71,3%, тоже лидируем в этой категории. Всего плюс 60 у нас привито 89 178 человек. Глава региона поручил проверить метод ввода, сделанный некоторым пациентам. Справка до администрации за иных донор, таблицы 22 288 донор. Вакцинированы будут за пределами города Грозного и 5600 тонн медотводины будут. А моду проверки тысяч человек в других районах, то есть за республикой медотводин. О мерах по борьбе с коронавирусом доложил и министр здравоохранения Ильхан Сулейманов. Основываясь на теме прошедших выборов, где наблюдалась высокая активность населения, ожидается небольшое повышение числа заболевших, говорит министр. Уважаемые коллеги, к сказанному хотел бы добавить, что на последней закончившейся неделе у нас на 39 человек больше поступило, чем на предыдущей неделе. Учитывая, что и выборы прошли, это определенная скученность населения, то можно ожидать, так скажем, небольшого роста заболеваемости. Но управление рисками роста заболеваемости у нас в руках, поэтому хотел бы просить у вас немножко ужесточить контроль по тем мероприятиям, которые повышают риск распространения новой коронавирусной инфекции. То есть это обычная работа, но хотелось бы еще более строгого соблюдения правил нераспространения новой коронавирусной инфекции. К сожалению, в последние 2 недели у нас было хорошее снижение, но последние 2 недели стабилизировалось, и сейчас небольшой рост происходит. Недавно Рита Тирмулаева участвовала в совещании в управлении Роспотребнадзора. Встреча проходила в Москве. Там присутствовали коллеги из регионов, которые наиболее эффективно проявляли себя в борьбе с коронавирусом. Сегодня на совещании она рассказала руководству о программе «Санитарный щит», в рамках которой в регионе появится новая лаборатория, что позволит существенно ускорить методы противодействия в борьбе с коронавирусом. По результатам вашей встречи, которая состоялась еще в 2017 году, Рамзан Ахматович, у вас с Анной Юрьевной была договоренность построить новую лабораторию в Чеченской Республике. Так вот, в послании Федеральному собранию Владимиром Владимировичем Путиным было дано поручение создать программу «Санитарный щит». Так вот, эта лаборатория тоже будет задействована в этой программе. Их всего 15 по Российской Федерации. Эти лаборатории будут оснащены новейшим оборудованием. И что эта программа говорит? Эта программа состоит из 4 ступеней, что при возникновении новой инфекции на расшифровку генома дается 24 часа. Для разработки новых систем будет даваться всего 4 дня, новых вакцин всего 4 месяца. То есть это очень большая программа. И отрадно было знать, что еще в 2017 году мы были уже в начале этой программы. Глава республики отметил эффективность разъяснительных работ с населением. Благодаря такому подходу число привитых в регионе значительно возросло. Рамзан Хаджи Кадыров заявил, что для улучшения результата нужно и дальше работать в данном направлении. Хайда Саламова, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Сразу 144 военнослужащих Росгвардии отметили новоселье. Ключи от новых квартир в Грозном им вручили директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Новое и современное жилье для росгвардейцев сдали под ключ и даже установили мебель. Кроме того, Золотов наградил отличившихся бойцов государственными наградами. Подробнее в материале Абдуллаха Батаева. Делегация во главе с Виктором Золотовым прибыла в Чеченскую Республику с особой миссией. Уже в аэропорту Грозного гостей встречает Рамзан Хаджи Кадыров и его соратники. Первым делом генерал армии вместе с главой республики посещают церемонию вручения новых квартир сотрудникам Росгвардии.
Первый осенний месяц для нашего ведомства выдался насыщенным на радостные хлопоты, связанные, конечно же, с долгожданным новосельем. Буквально неделю назад были торжественно введены в строй 3 девятиэтажных дома в Симферополе. А сегодня мы передаем на баланс управления Росгвардии по Чеченской Республике еще 144 служебные квартиры в одном из самых живописных районов города Грозного. Безусловно, счастливые лица новоселов – это главный критерий в оценке наших усилий, направленных на качественное улучшение условий быта личного состава. И в последние годы удалось создать серьезный задел для перспективного развития социальной инфраструктуры войск, включая возведение новых жилых помещений. В своем выступлении Виктор Золотов благодарит Рамзана Хаджикадырова за оказываемую поддержку федеральным войскам и службам правопорядка. Он отмечает, что глава региона прикладывает все необходимые усилия ради процветания и безопасности Чеченской Республики. Я хотел бы искренне поблагодарить Рамзана Ахматовича Кадырова за долгие годы совместной конструктивной работы, за его искреннюю поддержку всем социально-бытовым вопросам, которые ложатся на плечи Росгвардии. В его делах продолжают воплощаться идеи и мечты первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И следуя заветам отца, Рамзан Ахматович активно участвует в реализации как федеральных, так и личных проектов, направленных на укрепление безопасности в регионе. Директор Росгвардии также отмечает и заслуги сотрудников правоохранительных органов. Каждый из них, не жалея себя, охраняет покой граждан и ответственно выполняет поставленные задачи. Подразделения вневедомственной охраны сегодня здесь обеспечивают защиту более 1500 объектов, а также мест проживания и хранения имущества граждан. В лицензионно-разрешительной сфере под контролем органов Росгвардии находится свыше 44 тысяч единиц зарегистрированного огнестрельного оружия. Бойцы подразделений ОМОН и СОБР в нынешнем году приняли участие в проведении порядка 700 специальных мероприятий и операций. Наращивая усилия в социальной сфере, ведомство и впредь будет стремиться создать максимально полноценные условия для эффективного выполнения служебно-боевых задач войсками, от которых зависит благополучие и мирная жизнь наших граждан. В свою очередь Рамзан Хаджикадыров благодарит Виктора Золотова за постоянное внимание и поддержку. Также глава республики поздравляет новоселов и желает им успехов в дальнейшей службе. Сегодня мы открываем благоустроенный 9-этажный жилой дом для сотрудников управления Росгвардии и членов их семей. Теперь наши сотрудники смогут отдыхать и проводить время с семьей в современных и комфортных квартирах. Это поможет им еще лучше выполнять свои служебные обязанности, а членам их семей ощущать заботу государства и быть уверенными в завтрашнем дне. Уверен, наши сотрудники с честью продолжат нести ответственную службу и успешно решать задачи любой сложности. Войска Национальной гвардии – это оплот стабильности в российском обществе и гарантии защиты конституционного строя. Сотрудники спецподразделений всегда показывали себя верными соратниками пути нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому руководство региона внимательно относится к нуждам военнослужащих и старается всегда оказывать необходимое содействие и помощь. Уважаемый Виктор Васильевич, я хочу поблагодарить вас за постоянное внимание и поддержку подразделений Росгвардии в нашей республике. Вы лично вникаете в проблемы и оказываете помощь в их решении. Поздравляю новоселов с приобретением нового жилья и желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении на благо нашей Родины России. Новое жилье получили 144 бойца Росгвардии. Оно находится в одном из живописных районов Грозного. Это 9-этажный дом, обустроенный всеми необходимыми условиями. Ключи от квартир сотрудники получили лично из рук Виктора Золотова и Рамзана Хаджикадырова. Слова благодарности от лица сотрудников высказал заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Усман Дакаев. Сегодня знаменательный день и настоящий праздник для многих семей наших товарищей, которые переедут в новые благоустроенные квартиры. Своя квартира для каждой семьи – это уверенность в завтрашнем дне и позволяет осознавать гордость за причастность к войскам правопорядка. Уважаемый главнокомандующий, уважаемый Рамзан Ахматович, от лица всех новоселов разрешите выразить вам слова искренней благодарности. Большое человеческое спасибо всем, кто причастен к этому событию. Глава республики вместе с Виктором Золотовым лично осмотрели новое жилье. После этого они пообщались с семьями сотрудников за праздничным столом. Шустрая самая она. Видно, что командир она.
Уже в резиденции Рамзан Хаджикадыров и Виктор Золотов вручили государственные награды 6 отличившимся росгвардейцам. По указу президента страны ордена за военные заслуги удостоился и заместитель начальника управления федеральными войсками по Чеченской Республике Даниил Мартынов. По завершении рабочего визита Рамзан Хаджикадыров сопроводил гостей до аэропорта и еще раз поблагодарил за поддержку. Абдулла Батаев, Аюб Шахидов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В селении Бамут ввели в эксплуатацию 3000 гектаров мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и глава региона Рамзан Хаджикадыров. Всего же реализовано 2 проекта с применением широкозахватных дождевальных машин в Серноводском и Очхой-Мартановском районах. Они обеспечат стабильный урожай независимо от погодных условий. Уверен, ввод эксплуатации передовой техники ускорит рост производства и укрепит базу агропромышленного комплекса региона. Когда у нас будет спахан и засеян каждый метр пригодной земли, мы достигнем тех высоких результатов в развитии сельского хозяйства, к которым стремимся. Наша республика всегда славилась успехами в аграрном хозяйстве. Чеченцы испокон веков любили и уважали труд на полях. Сегодня под руководством молодой и органичной команды Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики используют новейшие методы и подходы к развитию отрасли. Сегодня республика и агропромышленный комплекс динамично развиваются. Сегодня возрождается и растет объем зернового производства, возрождается рисоводство, садоводство. И тем самым свой большой потенциал республика вносит в аграрные успехи нашей страны. О состоянии и развитии агропромышленного комплекса в Северокавказском федеральном округе говорили уже на совещании в правительстве. Оно прошло под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России. По ряду показателей Чеченская Республика была поставлена в пример другим регионам, в частности по эффективному использованию бюджетных средств на развитие отрасли. Сельское хозяйство является приоритетной отраслью экономики региона. Особое внимание на развитие сельского хозяйства уделяется героям России Рамзану Ахматовичу Кадырову. В целом, агропромышленный комплекс Чеченской Республики показывает положительную динамику. Ежегодно увеличиваются объемы пассивных площадей, растет валовый сбор зерновых культур, овощей, а также показатели животноводства. В Ахмат-Юрте завершается строительство исламского центра Хаджи Эвла. Он включает в себя мечеть, медресе и специальные места для совершения религиозных обрядов. Помимо необычных архитектурных решений, объект уникален еще и тем, что строится на месте, где когда-то поселился предок семьи Кадыровых, мюрид великого шейха Кунта Хаджи Ильяс Биноевский. Слово нашему корреспонденту. Минарет в виде сторожевой башни, каменные стены и арочные ворота. На первый взгляд объект не отличается от средневековой чеченской крепости. Однако, заходя во двор, становится ясно, строительство идет здесь и сейчас. Привлекли даже иностранных мастеров. Религиозный центр Хаджибяш – уникальный объект. Это не только мечеть и медресе. Здесь можно будет проводить большие религиозные и общественные мероприятия. Облицовка сделана природным камнем, который добывается в горах республики. Им же будет сделана отделка интерьера. Место строительства выбрано не случайно. Здесь жил прапрадедушка главы Чеченской Республики Рамзана Хаджикадырова, верный мюрид великого шейха Кунта Хаджи Ильяс Биноевский, а финансирует работы региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджикадырова. Помимо мечети, медресе и мест для проведения религиозных и общественных мероприятий, здесь будет парк для прогулок, стоянка, а также молельные комнаты. Общая площадь комплекса около 5000 квадратных метров. Выполнен комплекс в классическом чеченском архитектурном стиле, а центральные корпуса образуют восьмиконечную звезду. Строительство центра находится на стадии завершения. Открытие планируется уже в этом году. Мухаммад Джумал Лейла, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя.
Воспитанник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова Турпал Али Садыков представит Чеченскую республику на конкурсе чтецов Корана, который проходит в Хорватии. Международный европейский конкурс проводится в 2 номинациях – запоминание 15 джузов и знание наизусть всего Корана. Сопровождать юного хафиза будет заместитель муфтия Ахмед Расуев. Артиговар монисте Аллаху чавайц яшола сир республиканский конкурс тақарас яшол российский конкурс сега хал харметик бақанисте Алла цондела тақар более достойно ук Алла штар билгала вяхна сала хаджи курбанца всегда ногдо локвадал мола. Житель Америки, устроивший взрыв в исламском центре, получил 53 года тюрьмы, а в Пакистане антипрививочников будут лишать свободы. Об этих и других новостях из жизни мусульманской уммы расскажет Элиза Тасуева. 53 года тюремного заключения. Такой срок вынес суд 50-летнему Эмиль Клер Хари, ранее известному как Майкл Хари. Напомним, в 2017 году Эмиль организовал взрыв в исламском центре Даль-Аль-Фарука в Блумингтоне, штат Миннесота. На момент нападения в мечети находилось более 20 прихожан. По счастливой случайности обошлось без жертв. Вынося приговор, окружной судья описал нападение как очень сложный и преднамеренный акт внутреннего терроризма. К крайним мерам прибегли власти пакистанской провинции Синд в попытке заставить местное население вакцинироваться от COVID-19. Правительство отмерило срок до 20 сентября, по истечению которого непривитых граждан будут привлекать к уголовной ответственности. Вакцинирование является обязательным для всех сотрудников транспортных компаний, а также работников гостиниц и ресторанов. Хадиджа Патель, первая в мире мусульманка из Южной Африки, избранная на пост председателя Международного института прессы. Данная организация является старейшей в мире, наблюдающей за работой СМИ и защищающей свободу слова. Ранее девушка работала в таких новостных изданиях, как Sky News, BBC News и Аль Джазира. А бывший президент США Барак Обама назвал ее бесстрашной журналисткой. Также Хадиджа входит в 100 самых влиятельных людей континента. В городе Перт, Шотландия, власти решились на строительство мечети, невзирая на все попытки праворадикалов этому помешать. Возведение храма планировалось еще в 2017 году. Лишь спустя 4 года антифашистской организации удалось провести ответную акцию в поддержку мусульман. Согласно последним предложениям, дизайн храма будет отражать шотландские и исламские корни. В Англии прошел конкурс дизайн-проектов будущей мечети в Престоне. Прислали свыше 200 работ из 40 стран мира. Победителем стала вариация святыни, минарет которой будет походить на дымовую трубу. Жюри акцентировало внимание на неповторимость и уникальность будущего культового сооружения. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Нажаюртовском районе отметили победу Рамзана Хаджи Кадырова на выборах главы республики. В селах Саясан и Биной верующие провели религиозные обряды. Они прочитали мавлид, совершили зикр и раздали сага. Подробнее в нашем материале. Зиярат Ташу Хаджи Саясанского – одно из самых почитаемых и святых мест Чеченской республики. Его посещают верующие из разных регионов страны. Сегодня здесь собрались мюриды великого авлия Ташу Хаджи, проживающие в Гудермесском и Нажаюртовском районах. Главный повод – победа Рамзана Хаджи Кадырова на выборах главы региона. ويدوح على باش احمد على غازو قبضوت كيرتع والشا ويبلش يقولوا تشا ايش الله ديلك ديغا بيوخشا ايش تو باش رمزان عجي ويقام الله ديلك ديغا بيوخشا. Совершив дуа рядом с могилой великого авлия, мюриды прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. هولات بوقع شن داخر ولا يشن نجحسن شن تولر شن تهوتن ولا حال تغن نخشي قوم مختل وشول باتشات إخوتن سن خارجن برس دال خاصتن بش أردولا بين قولهم بقر تغن ديل ريز خل قرت حن ملتو أخشانا هوقع داغ مل كان هوق مل بحكن كان سيلا هزي خل والش دال ويباتشع مصو زينه ظلمه على شويل. Прошла такая встреча и в Биноевской школе хафизов. Здесь также прочитали мавлид и раздали сага, а во дворе школы совершили обряд зикр. حاجة ويمخنا ويقومنا الحمد لله بيرتكي وبيرتكي وصودين دول ودوم صود سنخ دال دول بيرتك إديل قيتم الحمد لله تغنا وش وينخشي قومنا ديرك ثاني حلاقة وتنا ساعة سبوس حلاقة وتنا تغنا وينخشي قوم ويبتشن قاج
تاس وين باتش وين فيزي قاقا وين باتش بي وين إبيخي وين مجروسي خذ أدم وين قام ديك ساعة الحلاقة تم وين باتش نقاش تاس الحمد لله دال خاصة مش ده وين قوم ندحو ديرز خلال الأسونا. Рамзан Хаджи Кадыров одержал безоговорочную победу на выборах главы Чеченской Республики. За него проголосовали 99,7% избирателей региона. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя. 27 сентября свой профессиональный праздник отметят те, кому мы доверяем самое дорогое – своих детей. День воспитателей в республике начали отмечать еще накануне этой даты. Работников дошкольного образования чествовали в профсоюзе. Там же наградили победителей конкурса «Воспитатель-2021». Об этом наш следующий сюжет. Зал профсоюза полон гостей. Работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. Именно они воспитывают будущее поколение. Поэтому в их адрес сегодня звучат самые теплые пожелания. ويغتيا وبابش أبرزوات المشجعين شلاحة وتأبرزوان الحلقة يقلي شو وسبتاني وسبتاني أبرزواني أتكي بيش تغنو نوعي جواحة شيء باع إزر 250,000 بيردو أت خين جواح وين حدا لينش ويد أيس ديزشتو سير عنول ديش سير دولو ديش إيش قيتا ديش إيش نيش نوغا دا قانا إيش قولي دعباقشة سيجاحة تانا شين ديش العبيل بلا إشكيش خليت بوه دي قردوين مسانا ديلنا. Здесь же наградили победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель года-2021». В нем участвовало 15 конкурсанток, 3 из которых вышли в финал. Первое место заняла Карина Радуева. В детском саду она работает всего 5 лет, но уже сумела заслужить всеобщее признание. Воспитатель для детей – это тот человек, который отдает часть своей души этим детям. Они чувствуют это тепло, они видят доброту в их глазах. Они видят надежду в этих людях, и воспитатель, конечно же, в первую очередь должен быть опорой для детей. Вместе с победителями конкурса наградили и других отличившихся работников дошкольного образования. Мы очень рады, что нас поздравил Асламбек Сереждиевич, Даудхан Физриевич, потому что работа воспитателя – это очень нелегкая работа, а тем более работать старшим воспитателем и руководить в детском саду. Это очень сложная работа, но зато это работа любимая. Мы очень любим эту работу. В своем выступлении председатель комитета правительства по дошкольному образованию отметил, что на воспитателях лежит большая ответственность. Детский сад для малышей – второй дом. Праздник приурочен людям самой благородной профессии, которые занимаются образованием и воспитанием самых маленьких наших малышей, детей дошкольного возраста. Поэтому государство определило именно этот день днем профессионального праздника для всех сотрудников детских садов. Поэтому сегодня мы в Доме профсоюза чествуем наших и воспитателей, и методистов, и поваров, и музыкальных руководителей, всех тех, кто непосредственно ежедневно занимается воспитанием, образованием наших детей. Поэтому особое внимание руководства республики в лице Рамзана Ахматовича уделяет системе образования, а дошкольное образование – это одна из ступеней общего образования, поэтому ежегодно проходят такие мероприятия. В конце встречи для виновниц торжества подготовили яркую концертную программу с участием звезд чеченской эстрады. Хайда Саламова, Альбий Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ады Кюэлшу, Марш Ойл.